Мы находимся в Смоленской области, на родине первого космонавта. Это дом, в котором родился Юрий Гагарин. А во дворе здесь находится памятник матери первого человека, который полетел в космос, Анне Тимофеевне Гагариной. И только представьте себе, это подарок от якутян. Памятник установили в городе Гагарин ровно 20 лет назад по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. В 2000 году с рабочим визитом он оказался на родине знаменитого космонавта и искренне удивился, что память о матери Юрия Гагарина никак не увековечена, и предложил свою помощь администрации. А мы тогда формировали у себя в родине культ матери, потому что наш народ испокон веков всегда уважительно относился к матери, женщине. И мы не случайно первой в России установили праздник всенародный, День матери. По просьбе Михаила Николаева в Гагарин приехал известный якутский скульптор Эдуард Пахомов. Он внимательно изучил семейные архивы Гагариных и создал эскиз будущего памятника. Торжественное открытие мемориала состоялось в 40-летнюю годовщину первого полета человека в космос. И вот когда сбросили покрывало, вы знаете, вот у меня пошли мурашки по коже. Эдуард, он не только вот схватил черты лица Анны Тимофеевны, он передал ее характер. Ее этот взгляд теплый, так вот, как можно в бронзе передать теплый взгляд? Вот как? Но он это сумел. Памятник матери Гагарина стал неотъемлемой частью местного туристического маршрута, а гости в этих местах бывают часто. Здесь расположено сразу несколько музеев, все они связаны с космонавтикой. Это музей первого полета человека на орбиту. Здесь в подробностях можно узнать о подготовке Гагарина к миссии. Это настоящая сурдобарокамера, которая использовалась при подготовке первых космонавтов. В таком замкнутом пространстве человек должен находиться от 10 до 15 суток, полностью отрезанный от внешнего мира. Здесь проверялось нервно-психологическое состояние будущего космонавта, пилота, ведь действительно человек должен оказаться в космосе один на один с собой. С момента полета Гагарина прошло 60 лет, и сегодня рассекречены документы, рассказывающие о деталях той миссии. Дело в том, что космонавту пришлось столкнуться с несколькими серьезными внештатными ситуациями, которые могли закончиться трагедией. Причем все пошло не по плану с самого начала. А ввиду того, что двигатель второй ступени сработал на несколько секунд дольше, корабль Гагарина был выведен на орбиту на 100 километров еще выше. И поэтому траектория полета изменилась. Все были очень обеспокоены этим. Уже когда полет закончился, сработала тормозная двигательная установка, и она должна была отделиться от самого космического корабля. Но прошла минута, вторая, третье отделение не происходило. Началась сильная закрутка корабля. С историей первого полета к звездам в этом году смогут познакомиться и якутские школьники, участники Олимпиады «Старт в космос». В рамках образовательной программы они посетят звездный городок в Королеве, пообщаются с настоящими космонавтами и обязательно приедут в Гагарин, чтобы из первых уст услышать невероятную историю начала покорения Вселенной. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джур Березкин, Смоленская область.